Добрый день, дорогие друзья! Художественная жизнь современной Республики Мордовия богата и насыщена событиями. Открываются выставки, проходят творческие встречи и вернисажи. Залы Мордовского краеведческого музея регулярно открываются для того, чтобы представить очередного автора. И сегодня мы представляем вам живописца, графика, творческого человека Алену Александровну Рыбину-Егорову. В своем творчестве Алена Александровна черпает вдохновение в повседневной жизни. Для нее близка как родная семья, так и друзья, и природа нашего края, и просто случайные люди, которых она встречает на своем пути и которые вызывают у нее желание перенести их образы на полотно. Алена Александровна начала свой творческий путь в начале 2000-х годов, и уже в 2009 году состоялась ее первая выставка. Она окончила Саранское художественное училище имени Сычкова, и ее вдохновителями, ее учителями стали такие замечательные люди, как Марат Семенович Шанин, Владимир Маратович Шанин. После окончания училища Алена Александровна некоторое время не занималась творчеством. Это были памятные для многих из нас 90-е годы, когда мысли людей были заняты совсем другим. Но талант не остановить, и судьба Алены Александровны была предрешена, наверное, в тот самый момент, когда она поступила учиться на художника. В конце 90-х годов она осознала, что без творчества не может жить. Занималась оформлением квартир, дизайнерским ремонтом. И в какой-то момент она вновь вернулась в Саранское художественное училище, но уже не в качестве ученика, а в качестве педагога. С этим связан самый, пожалуй, богатый, насыщенный событиями период ее творческой биографии. Начав работать с педагогом, Алена Александровна начала ставить себя и как художник-график, художник-живописец, замечательный портретист. И в большая часть творческих работ была выполнена ею именно в этот период, с 2011 по 2016 год. Для меня Алена прежде всего прекрасный портретист. Несмотря на разнообразие жанров, в которых она работает, портреты — это то, что удается ей, наверное, лучше всего. В этом она продолжает дело таких известных и прославленных портретистов Мордовии, как художники периода 50-х, 70-х годов. Ноздрин, Попков, Шанин. В ряду портретов, написанных Аленой Александровной, особую нишу занимают портреты ее коллег по цеху, художников. Хорошо зная всех их лично, она передает в каждом из образов не только свое отношение к этому человеку, но и момент творческого порыва, в котором он находится на ее картинах. Прекрасным примером тому служит образ Юрия Александровича Дырина, заслуженного художника Республики Мордовия, директора Саранского художественного училища. Юрий Александрович запечатлен за работой, и каждое движение человека на этом портрете, пластика его движений, взмах руки с карандашом, волосы небрежно растрепанные, все это передает именно тот настрой, с которым Юрий Александрович приступает к работе над своим произведением.
Графический портрет решен в теплых, насыщенных коричнево-красных тонах, что тоже прекрасно передает натуру этого художника. Совсем другой образ складывается у портрета художницы Наташи, как автор назвала эту работу. Наталья Владимировна Морозова, преподаватель Саранского художественного училища, молодой художник, совершенно иного склада, человек, очень мягкая, лиричная. И Оксана Александровна выбирает для ее портрета именно тот облик, который подходит ей по внутреннему характеру и внутреннему содержанию. Портрет Татьяны Александровны Орловой-Булычевой, живописца, члена Союза художников России, представляет нам волевую, уверенную в себе женщину. Здесь Алена Александровна несколько отступает от традиционного изображения художников за работой. Персонаж этой картины, обращенный лицом к зрителю, задумчиво слушает собеседника, который не виден нам. Ее огненно-рыжие волосы автором работы несколько погашены, чтобы не выдавались из общего образа, решенного в темных, насыщенных тонах с смелыми, уверенными штрихами. Портрет заслуженного художника России, народного художника Республики Мордовия Николая Михайловича Филатова решен в классическом жанре портрета художника. Он помещен в своей мастерской, работает над очередным произведением, в руке держит орудие творчества художника, взгляд его направлен несколько выше взгляда зрителя, рассматривающего эту работу. Он слегка улыбается и, несмотря на то, что погружен в свои мысли, он открыт и доступен для общения. Перед этой работой хочется стоять и, вступая с изображенным здесь художником в некий мысленный диалог, начинаешь вспоминать его скульптуры, которые являются украшением города Саранска. Алена Александровна не обходит стороной и жанровую сцену. Именно в таком ключе решен портрет ее сестры Оксаны. Одним из увлечений Оксаны Александровны является рыбалка. И художник изображает ее здесь с богатым уловом, счастливую, смеющуюся. Она демонстрирует зрителям только что пойманную рыбу. «За работой» – так называется картина, изображающая мастера, плетущего из лозы корзины. Источником вдохновения для этой работы, по словам самой Алены Александровны, послужили мастера, участвующие в республиканском фестивале «Шум, брат, Мордовия». Увидев одного из мастеров, который представлял именно искусство лозоплетения, Алена Александровна включила его портрет в свою жанровую сценку. Достаточно большая по формату, тем не менее, работа эта выглядит камерной. Ограниченное пространство небольшого деревянного помещения, почти полностью заваленные готовыми корзинами и материалом для их плетения, инструментами для работы. И почти все пространство картины занимает фигура самого мастера. Взгляд его направлен вниз, руки заняты работой, и зритель может рассматривать каждую деталь этой картины, следуя за взглядом персонажа. Солнечное морозное начало дня, сельский пейзаж, снег, играющий всеми оттенками на ярком солнце, прозрачное высокое небо и старик, бредущий с палкой по сельской улице. Работа называется «Воскресный день». Автору удалось передать и настроение насыщенного солнцем морозного дня, и настроение человека, изображенного на этой картине. Ощущение морозного, свежего зимнего воздуха и ветра, который дует навстречу мужчине, вороша мех на его шапке и откидывая в сторону полы его зимнего пальто. Модель этой картины пленила автора своей юностью и пластикой молодого гибкого тела.
Поэтому юную девушку автор представила в образе танцовщицы, держащей в руках веер, с красивым разворотом спины. Сидящая на низком табурете модель взята художником в сложном развороте. Тот же солнечный день, но уже совсем другое время года. Солнечные блики пронизывают девушку в ярко-красной длинной одежде, которая прикрывается от слишком жаркого солнца большим красным зонтиком. Летний пейзаж представляет нам юную девушку в броском алом одеянии, в восточном стиле, с стилизованной восточной прической. Работу эту автор так и называет, вспоминая солнце Востока. К жанру натюрморта обращались и обращаются многие живописцы. Кто-то предпочитает серьезные стационарные постановки, где каждый предмет размещен строго на своем месте. Кто-то выставляет аллегорические натюрморты, каждый из предметов на котором несет в себе глубокий смысл. Оксана Александровна предпочитает натюрморт жизненный, можно сказать, небрежный, случайно увиденный на столе или на земле предмет превращается ею в сочные, наполненные красками произведения. К этому ряду работ автора можно отнести натюрморт с яблоками и натюрморт с грибами. Кажущаяся случайность и небрежность расположения здесь предметов, разбросанные хаотично грибы, яблоки, которые раскатились по полотну картины. И тем не менее композицию работы эта небрежность нисколько не нарушает. Грамотно расставленные цветовые акценты и насыщенные пятна собирают композицию с ее кажущейся небрежностью в единое целое. Автору удается передать не только цветовое сходство изображенного с реальной натурой, но и саму фактуру изображаемого предмета и даже почувствовать запах свежесобранных грибов или свежесорванных летних яблок. В работе над пейзажами Алена предпочитает изображать архитектурные строения. Это могут быть и старые покосившиеся сараи, и небольшие деревянные деревенские дома, и произведения храмовой архитектуры, которые она берет в разное время суток и обращает внимание не только на само архитектурное строение или на тот сакральный смысл, который оно несет в себе, но и прежде всего на окружающую его природу, на настроение, которое создает опускающийся на город синий вечер или выхваченное из легкого морозного тумана, чуть серебрящиеся, припорошенные снегом купола колокольни. Даже названия работ говорят об отношении автора к выбранной ею натуре. «Первый снег», «Зимний вечер» дает зрителю не только правильный настрой, с которым он должен рассматривать эту работу, но и вписывает изображенное здание в природную среду, которая его окружает на данный, схваченный автором момент. В работе «Мальвы и сараи» автора привлекают не только старые деревянные постройки, но и разросшиеся цветы на переднем плане. Из общего хаоса листвы, зеленой, увядшей, она несколькими точными мазками выхватывает отдельные травинки, стебли и несколькими цветовыми акцентами подчеркивает всю красоту цветов на переднем плане, за которыми
контрастом вырастают из этой травы покосившиеся старые сооружения. Даже небо на заднем плане гармонично вписывается в общее настроение этой картины. Цветение лета и уходящие в прошлое ветхие небольшие домики. Особое место и в жизни, и в творчестве Алены Александровны занимает ее семья. И ныне живущие с нею, и те, кого она потеряла. То, с какой душевностью, с какой любовью решены образы ее родителей, мамы и папы, сразу дает нам понять, как относится она к этим людям и какую роль в ее жизни сыграли два этих замечательных человека. Дети Алены Александровны, дочь Соня и сыновья Ваня и Егор, конечно, занимают сейчас, наверное, самое большое место в ее жизни. С ними связаны ее помыслы, ее чаяния. Алена Александровна не только прекрасный живописец, не только хороший, душевный человек, но и замечательная мама. И всматриваясь в лица этих счастливых детей, сразу понимаешь, насколько большой заботой, любовью и теплотой окружены они ежедневно.